Глава 8. Ключ к притче главы номер 5. Услышав из уст своей мудрой жены истинное значение Трипуры, которая есть чистый разум и истинный Бог, а также узнав метод поклонения Трипуре в том виде, как он преподается авторитетными учителями, постигшими его благодаря божественной милости, Химачуда обрел покой ума и с глубокой преданностью принялся за усердное поклонение. Так прошло несколько месяцев. Примечание. Милость Бога – это непременное условие для получения какого-либо знания о Боге. Милость Всевышней Матери снизошла на него, и он стал полностью безразличным к наслаждениям, поскольку его ум был всецело поглощен практическим исследованием истины. Без милости Бога никто не сможет войти в такое состояние, потому что ум, занятый искренним и целенаправленным исследованием истины, вернейшее средство для обретения освобождения. Парашурама. Даже бесчисленные средства не принесут освобождения, если не осуществляется искренний и усердный поиск истины. И тогда Химачуда снова стал в одиночестве разыскивать свою жену. Его ум был поглощен поисками истины. Она увидела своего мужа, входящего в ее покои, и поэтому она вышла встретить его, пригласила его войти и предложила ему усесться на свое место. Она омыла его ноги и простерлась ниц перед ним, согласно его положению, и произнесла нежные слова сладким и любящим голосом. «Дрожайший, я снова вижу тебя спустя столь долгое время. В добром ли ты в здравии? Тело ведь подчас подвержено болезням. Скажи скорее мне, почему ты все эти дни пренебрегал мною? Не один день прошел с тех пор, как ты видел меня и общался со мной. Как ты проводил свое время? Я даже представить не могла, что ты будешь настолько безразличен ко мне. Что делает тебя таким? Как ты проводишь свои ночи? Раньше ты говорил, что мгновение, проведенное без меня, было для тебя как вечность, и что ты не в силах этого вынести. Говоря так, она нежно обняла его и выглядела обеспокоенной. Хотя Химачуда и оказался в любовных объятиях своей дорогой жены, это совершенно не затронуло его. И он сказал ей: «Дорогая,
тебе больше не удастся держать меня в заблуждении. Я убежден в силе твоего духа и в том, что ничто не сможет поколебать присущее тебе счастье. Ты мудрец, ты невозмутима. Ты знаешь и этот мир, и то, что находится за его пределами. Как может что-либо подобное повлиять на тебя? Я здесь, чтобы спросить твоего совета. Пожалуйста, послушай. Объясни мне ту притчу, которую ты однажды рассказала мне как историю своей жизни. Кто твоя мать? Кто твоя подруга? Кто ее муж? Кто ее сыновья? Скажи мне, какое отношение имеют ко мне все эти люди? Я не слишком ясно это понимаю. Теперь я уже не думаю, что это ложь. Я уверен, что ты рассказала мне притчу, которая исполнена смысла. Расскажи мне все полностью, чтобы я ясно смог ее понять. Я почтительно склоняюсь перед тобой. Прошу тебя, избавь меня от этих сомнений. Хималикха, чье очаровательное лицо озарилось улыбкой и восхищением, выслушала своего мужа и подумала про себя. Теперь его ум чист, и он благословлен Богом. Он явно безразличен к удовольствиям жизни, а его ум укрепился. Такое может быть только благодаря милости Бога, а также благодаря тому, что его прежние заслуги теперь приносят плоды. Теперь пришло время, чтобы он достиг просветления, так что я просвещу его. Она сказала: «Господин, ты снискал милость Бога, и ты благословлен. Иначе не возникло бы бесстрастия. Это признак милости Бога, который проявляется в том, что ум увлечен поисками истины, утвердившись в непривязанности к чувственным удовольствиям. Сейчас я дам тебе ответы к той головоломке об истории моей жизни. Моя мать – это запредельность, чистое сознание. Моя подруга – разум, проницательная способность. Невежество – это госпожа тьма, нежелательная подруга разума. Капризы невежества слишком хорошо известны, чтобы нуждаться в разъяснении, и оно может вводить в заблуждение любого, заставляя веревку казаться змеей и наводя ужас на зрителя. Ее сын – это самая большая иллюзия. Это ум. Его жена – это мысль, положение или воображение. У нее 5 сыновей, а именно слух, вкус, зрение, осязание и запах, чьи особняки – суть соответствующие чувства. То, что сказано «ум крал у них», это есть наслаждение чувственными объектами, которое запечатлевается в уме, чтобы позже развиться в склонность ума.
разделение украденных объектов со своей женой – это проявление склонностей в сновидениях. Сновидение – это невестка заблуждения, то есть невежества. Госпожа ненасытность – это желание. Ее сыновья – гнев и жадность. Их город – это тело. То, что зовется моим наиболее могущественным талисманом, есть реализация самости. Друг ума, охраняющий город, это жизненный принцип, который непрерывно движется как жизненное дыхание. Различные города, населенные ими, это различные ады, через которые проходила душа в своем вечном движении. Венец проницательной способности – это самадхи. Сноска. Самадхи – это сонакладывание, целостность, объединение, осуществление, завершение, собранность, совершенство. В медитативной практике состояние, при котором исчезает сама идея собственной индивидуальности, но не знания, и возникает единство воспринимающего и воспринимаемого. Самадхи есть то состояние просветления, достигаемого медитацией, которое выражается в спокойствии сознания, снятии противоречий между внутренним и внешними мирами, субъектом и объектом, слиянии индивидуального сознания как микрокосма с космическим абсолютом или макрокосмом. Возврат к тексту. Мой допуск в покое моей матери – это окончательное освобождение. Такова вкратце история моей жизни. История твоей жизни подобна моей. Внимательно подумай над этим и обрети спасение. Так заканчивается глава 8 о ходе жизни в разделе о Химачуде в Трипура Рахасье. Глава 9. Как Химачуда осознал свою самость после анализа своего собственного ума и погружения вовнутрь. Когда Химачуда постиг значение притчи своей жены, он был приятно удивлен. Его голос задрожал от радости, когда он сказал ей: «Моя дорогая, воистину ты благословлена, а также и умна. Как мне еще описать глубокую мудрость, содержащуюся в истории твоей жизни, рассказанной мне в форме притчи? До сих пор я не ведал о достигнутой тобой прогрессе. Теперь все это стало столь же ясным для меня, как ягоды крыжовника, лежащие на моей ладони. Теперь я понимаю, что целью человечества является осознание нашей чудесной природы.
Пожалуйста, скажи мне далее, кто твоя мать? Как получается, что у нее нет ни начала? Кто мы? Какова наша настоящая природа? Будучи спрошенной об этом, Хималиха сказала своему мужу: «Господин, внимательно выслушай то, что я собираюсь сказать, так как это весьма тонкий вопрос. Исследуй природу самости разумом, сделанным ясным и прозрачным. Это не некий объект, который должен быть воспринят или описан. И как же тогда мне рассказать тебе об этом? Ты постигнешь мать только тогда, когда постигнешь самость». Самость не допускает никаких определений, и поэтому ни один учитель не может учить ей. Тем не менее, постигни ее внутри себя, поскольку она пребывает в незапятнанном разуме. Она пронизывает все, от личностного Бога и до амебы, но она непостижима умом или чувствами. Не будучи освещенной никакими внешними средствами, она освещает все, везде и всегда. Она превосходит лицезрение или обсуждение. Как, где, когда или кем она была определенно описана хотя бы частично. То, о чем ты меня просишь, дорогой, равнозначно просьбе показать тебе твои глаза. Даже лучшие учителя не могут сделать твои глаза видимыми для тебя самого. Подобно тому, как учитель бесполезен в этом случае, также бесполезен он и в другом, о котором ты просишь. Он может в лучшем случае направить тебя к этому, но не больше. И я объясню тебе также средства осознания. Слушай внимательно. Пока ты загрязнен понятиями «я» или «моё», например, мой дом, мое тело, мой ум, мой разум, самость не будет найдена, так как она находится за пределами восприятия и не может быть осознана как моя самость. Удались в уединение, анализируй и постигай то, чем являются те вещи, которые ты считаешь своими. Откажись от всех них и превзойди их. Ищи истинную самость. Например, ты знаешь меня как свою жену, а не как свою сущность. Я только связана с тобой, но не являюсь частью тебя и тем более твоего собственного существа. Анализируй подобным образом все и откажись от всего этого. То, что остается, превосходя все, что находится за пределами представлений, присвоений или оставлений, знай, что это самость. Это знание и есть окончательное освобождение. После получения от своей жены этих предписаний принц Химачуда поспешно встал со своего места, оседлал свою лошадь и ускакал галопом из города.
он вступил в царский сад наслаждений, находящийся за окраинами города, и вошел в прекрасно украшенный хрустальный дворец. Он отпустил своих слуг и приказал страже: «Не позволяйте никому входить в эти комнаты, пока я буду медитировать. Будь они министрами, старейшинами или даже если это будет сам царь. Им придется ждать до тех пор, пока вы не получите моего разрешения». Затем он направился в прекрасную палату на 9-м этаже, с которой открывался вид во все стороны. Комната была хорошо обставлена, и он уселся на мягкую подушку. Он собрал свой ум и начал размышлять следующим образом. Воистину, все эти люди введены в заблуждение. Никому из них еще не ведома даже граница самости. Но все они действуют ради своего собственного блага. Некоторые из них зачитывают священные писания. Немногие изучают эти священные писания и комментарии к ним. Иные заняты накоплением богатства, другие правят царствами, некоторые воюют с врагами, иные ищут роскошной жизни. Когда они погружаются во всю эту эгоистичную деятельность, они никогда не задаются вопросом о том, чем на самом деле может быть самость и в чем смысл тогда всего этого переполоха. О, когда самость не познана, то все напрасно и все происходит так, как будто во сне. Итак, я теперь займусь исследованием этого вопроса. Мой дом, богатство, царство, сокровища, женщины, скот – ничто из этого не является мной. Они только мои. Несомненно, я принимаю это тело за самость, но оно просто мой инструмент. Безусловно, я сын царя, с красивым телосложением и светлым цветом лица. Эти люди также считают, что их тела – это и есть их эго. Размышляя подобным образом, он задумался о теле. Он не мог отождествить тело с самостью и поэтому стал выходить за его пределы. Это тело мое, но это не я. Оно создано из крови и костей, и оно меняется каждое мгновение. Как оно может быть неизменным, непрерывным «я»? Оно похоже на движимое имущество. Оно нечто отдельное, отличное от меня, подобно тому, как бодрствующее тело отлично от сновидения и так далее. Я не может быть телом, равно как жизненная сила не может быть самостью. Несомненно, что ум и разум – суть мои инструменты, так что они не могут быть «я». Я, несомненно, и есть нечто отличное от всего этого, начиная с тела и заканчивая разумом. Примечание. Посредники – это чувства, ум, в
который входит мыслительная способность, способность суждения и способность координировать действия. Жизненная сила. Я всегда сознателен, но не осознаю этого чистого состояния сознательности. Мне не ясна причина этой неспособности. Возврат к тексту. Объекты постигаются через чувства, а не наоборот. Жизнь признается через контакт, а ум посредством разума. Посредством чего становится очевидным разум? Я не знаю. Теперь я вижу, что я всегда сознателен. Реализации той чистой сознательности и чистого осознавания препятствуют другие бесцеремонно вмешивающиеся факторы, относящиеся к ней «я». Теперь я не буду представлять их. Они не смогут появляться без моего мысленного образа их. А без своих появлений они не смогут заслонять собой славу самости. Придя в результате размышления к такому выводу, он принудительно остановил поток своих мыслей. Мгновенно воцарилась пустота. Тогда он решил, что это и была самость. И поэтому он стал очень счастливым и снова начал медитировать. «Я сделаю это снова», — сказал он и погрузился вовнутрь. Когда неугомонность его ума была так решительно обуздана, он тотчас увидел бесконечный сияющий свет. Вернувшись в человеческое сознание, он начал удивляться, как это могло случиться. В этом переживании нет постоянства. Самости не может быть больше, чем одной. «Я повторю это снова и посмотрю, что будет», — сказал он и погрузился опять в медитацию. На этот раз он впал в долгий сон и видел чудесные сновидения. После пробуждения он разгневался и стал думать: «Как же получилось, что сон овладел мой, и я уснул? Тьма и свет, которые я видел прежде, также должны быть свойственны сновидениям. Сны – суть мысленные образы. И как тогда мне преодолеть их? Я снова буду подавлять свои мысли и посмотрю», — сказал он и погрузился вовнутрь. Его ум был какое-то время спокойным. Принц полагал, что он погрузился в океан блаженства. Вскоре после этого он вернулся в свое первоначальное состояние, поскольку ум начал функционировать снова. Он размышлял, что все это такое, сон это или галлюцинации ума. Мой опыт – это факт, но он выходит за рамки моего воображения.
почему то блаженство совершенно уникально и не похоже ни на что другое, что я испытывал прежде. Высшие из моих прежних переживаний не могут ни на йоту сравниться с состоянием блаженства, в котором я только что пребывал. Это было похоже на сон, поскольку я не воспринимал ничего внешнего. И в то же самое время там имело место определенное блаженство. Причина этого не ясна мне, потому что там не было ничего, что могло бы доставлять мне наслаждение. Хотя я пытался осознать самость, я еще не осознаю ее. Я вижу самость снова и снова. Что это может быть? Это тьма, свет, наслаждение и так далее. Или, возможно, это последовательные формы самости. Я не понимаю этого. Я спрошу у своей таинственной жены. Приняв такое решение, принц приказал стражнику попросить Хималику прибыть к нему. Через 1,5 часа она поднялась по ступенькам особняка, ступая подобно царице ночи, двигающейся по небу. Она нашла принца, своего супруга, в совершенном покое ума, спокойным, сосредоточенным и со счастливым выражением лица. Она быстро прошла на его сторону и села возле него. Когда она расположилась рядом с ним, он открыл свои глаза и обнаружил ее сидящей прямо перед ним. Как только он увидел ее, она сразу же нежно обняла его и ласково произнесла приятные любящие слова. «Господин, что я могу сделать для вашего высочества? Я надеюсь, что у тебя все хорошо. Пожалуйста, скажи мне, зачем ты позвал меня сюда?» Услышав эти слова, он ответил своей жене: «Моя дорогая, как ты советовала, я удалился в уединенное место, где я занят исследованием самости. Но даже в этом случае я вовлечен в разнообразные видения и переживания. Полагая, что постоянное самоосознание затмевается незваным вмешательством умственной деятельности, я принудительно подавил свои мысли и оставался спокойным. Затем воцарилась тьма. Потом появился свет. После этого последовал сон. И, наконец, ни с чем не сравнимое блаженство охватило меня на короткое время. Есть ли это самость или же это нечто другое? Пожалуйста, обдумай мои переживания и скажи мне, моя дорогая, чтобы я смог ясно понять их. Внимательно выслушав его, Хималика, знающая и этот мир, и то, что лежит за его пределами, произнесла приятным голосом следующее: «Послушай меня, мой дорогой, внимательно. То, что ты сделал перед этим, обуздав мысли с умом, обращенным вовнутрь, Вичара, хорошее начало. И это восхваляется достойными как лучший путь. Без этого никто нигде не достигал успеха. Однако это не приносит самореализации, поскольку самость всегда остается реализованной. Нечто порожденное не может быть самостью.
потому что как самость может быть получена снова? Ведь она никогда не может быть получена. Обретение подразумевает получение чего-то, чем еще не обладают. Разве есть какой-либо момент, когда самость – это не она сама? Ее невозможно обрести даже с помощью обуздания ума. И я приведу тебе несколько примеров. Подобно тому, как вещи, невидимые в темноте, обнаруживаются при устранении тьмы посредством лампы и поэтому считаются восстановленными из забвения. Подобно тому, как человек, пребывающий в замешательстве и забывший свой кошелек, вспоминает о нем и находит его, обретя волнение ума и равновесие, но все же при этом говорит, что он обрел потерянный кошелек, хотя уравновешивание его ума не порождало кошелька. Так и обуздание своего ума не причина твоей самореализации. Хотя самость всегда находится там, она не осознается тобой даже при обузданном уме, поскольку ты не сведущ в ней. Подобно тому, как деревенщина, незнакомая со структурой общества, не способна распознать блистающие огни царской палаты, сияющие в ночи, и поэтому при первом взгляде не обращает на это великолепие никакого внимания, так же и ты упускаешь из виду самость. Будь внимателен, дорогой, пустая тьма стала видимой после того, как ты обуздал свои мысли. В течение короткого времени, после того, как ты обуздал свой ум, и перед тем, как та пустота стала видимой, остается состояние, свободное от усилий, направленных на обуздывание ума и от восприятия темноты. Всегда помни то состояние как состояние совершенного и запредельного счастья. Все люди введены в заблуждение относительно этого состояния, потому что их умы привыкли быть обращенными наружу. Хотя люди могут быть образованными, искусными и проницательными, тем не менее они все ищут и ищут, только чтобы потерпеть неудачу, и они не пребывают в том святом состоянии. Они печалятся денно и нощно, не ведая того состояния. Простое теоретическое знание скульптуры никогда не сможет сделать из человека скульптора. Даже если бы он был пандитом, сноска. Пандит – это ученый, человек, хорошо знающий философию, религиозный закон и сакральную науку. Возврат к тексту. Даже если бы он был пандитом, сведущим в теории и обсуждении философии самости, даже тогда он не смог бы постичь эту самость, потому что она неосознаваема, но уже осознанна. Реализация обретается не дальними странствованиями, но лишь пребыванием в недвижимости, не мыслью, но прекращением мысли. Усилия, направленные на обретение реализации,
подобны попытке наступить ногой на тень собственной головы. Усилия всегда будут заставлять тень отступить. Подобно тому, как младенец пытается схватить свое собственное отражение, не зная, что такое зеркало, так и обычные люди захвачены своими умственными отражениями на зеркале чистой, сияющей самости и не замечают этого зеркала, потому что они не знакомы с самостью. Хотя люди понимают пространство, они все же не знают его, потому что захвачены объектами в пространстве. Они понимают Вселенную в пространстве, но не обращают внимания на само пространство. То же самое с ними происходит и в отношении самости. Мой господин, хорошо подумай об этом. Мир состоит из знания и познаваемых объектов. Из этих двух вещей объекты не являются субъектом «я» и воспринимаются чувствами. Знание самоочевидно. В отсутствии знания нет мира. Знание – непосредственное доказательство существования объектов, которые поэтому зависят от знания. Знание зависит от знающего в своем существовании. Знающий не требует никаких проверок, чтобы знать о своем собственном существовании. Поэтому знающий – это единственная реальность, стоящая за знанием и объектами. Только то реально, что является самоочевидным и не требует доказательства. Остальные же вещи не являются чем-то реальным. Тот, кто отрицает знание, не имеет под собой никакого основания, и в таком случае нет возможности для ведения какого-либо обсуждения. Вопрос о знании улажен, и тогда возникает вопрос о существовании объектов в отсутствии знания о них. Объекты и знания о них – только отражение в извечном самосияющем высшем сознании, которое тождественно знающему и которое единственно реально. Сомнение, заключающееся в том, что отражение должно содержать в себе все объекты одновременно без учета времени и пространства, вопреки нашему опыту, не должно возникать, потому что время и пространство сами являются постигаемыми категориями и в равной мере являются отражениями. Характерная природа всех этих отражений – обратная сторона объектов, обнаруживаемых в пространстве. Поэтому, принц, осознай с умиротворенным умом свою собственную истинную природу, которая есть единое, чистое, неразделенное сознание, лежащее в основе беспокойного ума, из которого составлена вся эта Вселенная во всем ее многообразии.
Если кто-либо утвердился в этом основополагающем принципе Вселенной, то есть самости, то он становится Творцом всего. Я расскажу тебе о том, каким образом воспринять это как свою неотъемлемую природу. Я ручаюсь, что ты станешь тем. Осознай с умиротворенным умом состояние в промежутке между сном и бодрствованием. Интервал между распознаванием одного объекта вслед за другим или промежуток между двумя восприятиями. Примечание. Комментатор сравнивает это с лучами света, исходящими от Солнца, до того, как они упадут на объекты. Сами по себе они невидимы, но способны освещать объекты. Это объясняет третье утверждение выше. Он также говорит, что сознание подобно воде, текущей по каналу и позже принимающей форму орошаемых полей. Возврат к тексту. Это истинная самость, неотъемлемо пребывая в которой человек уже более не вводится в заблуждение. Не осознавая этой истины, люди становятся наследниками страданий. Примечание. Комментатор добавляет, что мудрец, осознавая мир как отражение ума, относится к нему должным образом и таким образом освобождается от страданий. Возврат к тексту. Форма, вкус, запах, осязание, звук, печаль, наслаждение, акт обретения или обретаемый объект. Для всего этого нет места в той запредельности, которая является основной и поддержкой всего сущего, и которая является сущностью всего, но превосходит все это, не исчерпывается только этим. Она Всевышний Господь, Творец, Хранитель и Разрушитель Вселенной и извечное существо. Теперь не позволяй своему уму быть обращенным вовне. Обрати его вовнутрь, удерживая его под контролем с совсем небольшим усилием и пребывай в созерцании, стремясь узреть самость, всегда помня, что исследователь сам есть суть бытия и самость самости. Примечание. Комментарий на эту шлоку гласит: эта шлока содержит указания о том, что не следует делать, то есть ум не должен обращаться вовне. Что следует делать? Ум должен обращаться вовнутрь. И каким следует быть? Внимательным. Даже небольшого контроля достаточно. Для достижения цели не требуется длительный контроль. Возникает вопрос, как смотреть? Исследователь, исследование и исследуемый объект – все это суть одно. Ум следует привести в состояние новорожденного. Тогда он ощутит, как если бы он был отделен от всего грубого и проявит себя чувство «я»
есть. Когда ум контролируется незначительно, в результате подобного усилия станет очевидным состояние, при котором самость будет осознана как чистое бытие, лежащее в основе всех явлений, но неразделимое ими, подобно ощущениям младенца. Возврат к тексту. Будь также свободен от мысли «я вижу». Оставайся неподвижным, подобно взору слепого человека. То, что превосходит видение и невидение, то и есть ты. Поспеши и стань тем. Примечание. Комментарий здесь гласит следующее. Самость выходит также за пределы чувства «я вижу». Привязанность к ощущению отчуждает человека от самости. Следовательно, пусть такое чувство также исчезнет, потому что подобное состояние абсолютно не запятнано волей, ощущением или мыслью. В противном случае бесконечные усилия не приведут к достижению желаемой цели. Снова слово «видение» предполагает состояние пробуждения и сна, а невидение определяет глубокий сон. То, что проходит нитью через эти три состояния и даже превосходит чувство «я есть», это то, чем ты являешься. Это четвертое состояние Турия. Оно есть нить, на которую нанизаны все различные объекты Вселенной. И такое ожерелье есть бусы Шри Раманы. Сноска. Турия. Четвертый план сознания, следующий за бодрствованием, сновидениями и глубоким сном. Сверхсознание, чистое сознание, постоянное самадхи, сверхсознательное состояние, непроявленное состояние чистого сознания. Возврат к тексту. Химачуда поступил соответствующим образом и, войдя в то состояние, о котором говорила его жена, оставался умиротворенным в течение долгого времени, не сознавая ничего, кроме самости. Примечание. Комментатор говорит, что он был в Нирвикальпа Самадхи. Сноска. Нирвикальпа Самадхи – это самадхи без формы или семени. Реализация состояния единства по ту сторону всех перемен и различий, времени, формы и пространства. Состояние высшего совершенного покоя, единения с высшим абсолютом. Высочайшая ступень йоги, полное слияние, полное растворение в Боге. Так заканчивается глава 9 о мире в разделе о Химачуде в Трипура Рахасе. Глава 10. Благодаря дальнейшим инструкциям своей возлюбленной он достиг самадхи, несмотря на свою внешнюю деятельность, и пребывал в состоянии освобождения уже при жизни.
Хималикха заметила, что ее муж обрел высший мир, и поэтому она не тревожила его. Он очнулся через 1,5 часа, открыл свои глаза и увидел рядом с собой свою жену. Желая снова попасть в то состояние, он закрыл свои глаза. И тут же Хималикха взяла его за руку и нежно спросила его: «Мой господин, скажи мне, что ты определил как свое обретение, закрывая свои глаза, или как свою потерю, открывая их, мой дрожайший? Я хочу услышать тебя. Скажи же, что происходит, когда глаза закрываются или когда они остаются открытыми?» Будучи побуждаемый дать ответ, он посмотрел так, как будто он был пьян, и неохотно и вяло ответил следующее: «Моя дорогая, я нашел чистое, незамутненное счастье. Я не могу найти даже самого малого удовлетворения в мирских делах, поскольку печаль нарастает, когда они завершаются. Довольно всего этого. Они безвкусны для меня, подобно высосанному апельсину, который жуют только бездельники, или подобно жвачке, которую постоянно жует скот. Какая жалость, что людям до сих пор неведомо блаженство своей собственной самости. Подобно тому, как человек собирает милостыню, ничего не зная о сокровище, спрятанном под его домом, так же и я бежал за чувственными удовольствиями, не сознавая безграничного океана блаженства, находящегося внутри меня. Мирские устремления обременены страданием, а удовольствия приходящие. Тем не менее, я был так увлечен, что принимал их за непрерывные наслаждения. И, хотя был часто охвачен печалью, не переставал стремиться к ним снова и снова. Какая жалость! Люди глупцы, не способные отличить наслаждение от боли. Они ищут наслаждений, но получают печаль. Хватит этих действий, которые увеличивают тягу к таким удовольствиям. Моя дорогая, молю тебя, сложив свои руки, позволь мне снова оказаться в умиротворении моей блаженной самости. Мне жаль, что хотя тебе ведомо это состояние, ты не в нем, но постоянно вовлечена в пустопорожнее. Мудрая девушка мягко улыбнулась на это и сказала ему: «Мой господин, ты еще не познал высшее состояние святости, которое не загрязнено двойственностью, при достижении которого мудрый превосходит двойственность и уже никогда более не будет смущен. То состояние столь же далеко от тебя, как небо от земли. Твоя малая мера мудрости не лучше, чем отсутствие мудрости, потому что она не безусловна, но остается обусловленной закрытием или открытием твоих глаз. Совершенство не может зависеть от деятельности или ее отсутствия, от усилия или отсутствия усилия. Как это состояние может быть совершенным, если умственная или физическая деятельность может влиять на него? Или если перемещение века шириной в ячменное зерно меняет в нем все? Опять же, как оно может быть совершенным,
если оно находится только внутри? Что могу сказать я о величии твоих заблуждений? Как смешно думать, что твое веко длиною в 1 дюйм может скрывать пространство, в одном только уголке которого вращаются миллионы миров. Послушай, принц, вот что я скажу тебе. До тех пор, пока эти узлы не будут разрублены, до тех пор блаженство не будет найдено. Знание, полученное из вторых рук, таким образом не является действенным. Этих узлов насчитываются миллионы, и они созданы оковами заблуждения, которое не что иное, как неведение самости. Эти узлы порождают ошибочные представления, главное из которых – отождествление тела с самостью, которая в свою очередь вызывает непрекращающийся поток счастья и страданий в форме цикла рождения и смерти. Второй узел – это отделение мира от самости, чья сознательная суть есть зеркало, в котором явления просто отражаются. Тоже справедливо и в отношении других узлов, включая разделенности существ между собой и их отделенность от всеобщей самости. Эти представления возникли еще в незапамятные времена, и они всплывают снова и снова в силу невежества. Человек не будет окончательно спасен до тех пор, пока не освободится из этих бесчисленных узлов невежества. Нельзя довольствоваться тем состоянием, которое наступает после закрытия твоих глаз, потому что оно есть чистый разум и извечная истина, превосходящая все остальное, и при этом служащая великолепным зеркалом, отражающим явления, возникающие в нем самом. Докажи, если ты можешь, что хотя бы в нем оно не содержится. Что бы ты ни признавал как познанное тобой, находится в знании, донесенном тем сознанием. Даже то, что может предполагаться как находящееся в другом месте и в другое время, также пребывает внутри твоего сознания. Более того, если бы что-то было неочевидным для того разума и неизвестным ему, то оно есть вымысел воображения, подобно сыну бесплодной женщины. Не может быть ничего, что не поддерживалось бы сознанием, так же, как не может быть отражения без отражающей поверхности. Поэтому я говорю тебе, что твое суждение «я потеряю это, открыв свои глаза» или «я знаю это» есть узел, который следует разрубить, и тогда уже не будет нужды ни в каком достижении. Помни, что не может быть совершенным состоянием то, что можно обрести. То, что ты рассматриваешь как состояние счастья, достигаемое движением твоих век, по своей сути не может быть совершенным, потому что оно, несомненно, неустойчиво и не безусловно. Разве есть такое место, где бы мой господин не полыхал огонь, сверкающий при растворении Вселенной? Все исчезнет в том огне, и ничего не останется.
также и огонь реализации сожжет все твое чувство долга, и тогда уже не останется ничего, что тебе еще оставалось бы сделать. Будь сильным, искорени свои мысли и разруби узлы, глубоко укоренившиеся в твоем сердце, такие как «я увижу», «я не это не самость» и подобные им. Обретай, куда бы ты ни обращался, единую, неразделенную, извечную, блаженную самость. Также наблюдай всю отраженную, как в зеркале, Вселенную, как она возникает из самости и исчезает в ней. Прекрати думать «я везде и во всем», внутреннем и внешнем вижу самость. Достигни пребывающую реальность внутри себя и определи ее как самость посредством своего собственного естественного состояния. В конце ее речи замешательство Химачуды прояснилось, и постепенно он прочно утвердился в совершенной самости, лишенной любых разделений на внутреннее и внешнее. Будучи всегда уравновешенным, он вел очень счастливую жизнь с Хималикой и другими, правил своим царством и сделал его процветающим, вступил в войну со своими врагами и одержал победу над ними, изучал священные писания и преподавал их другим, наполнил свою сокровищницу, выполнил жертвоприношения, относящиеся к царствованию, и жил 20 тысяч лет, будучи освобожденным при жизни Дживанмуктой. Сноска. Дживанмукта – освободившийся при жизни, просветленная личность, достигшая полной самореализации и освободившаяся от уз кармы и перерождений, живя в человеческом теле. Примечание. Ученые говорят, что 1000 является специфическим выражением для числа 4. Таким образом, 20 тысяч равны 80. Царь Муктачуда, услышав, что его сын Химачуда стал Дживанмуктой, обсудил это с другим своим сыном Маничудой. Оба согласились, что Химачуда теперь не такой, каким был прежде, и что он изменился таким образом, что его уже не заставляют волноваться ни величайшие наслаждения, ни жутчайшие страдания, что он равно относится и к другу, и к врагу, что он безразличен к потере или обретению, что он занимается исполнением царских обязанностей, подобно актеру в пьесе, что он похож на человека, всегда опьяненного вином, и что он исполняет свои обязанности хорошо, несмотря на свой рассеянный взгляд или слишком мирской вид. Они размышляли и удивлялись этому. Потом они разыскали его и в частной беседе спросили о причине такой перемены. Когда они услышали то, что он говорил о своем состоянии, они также захотели услышать соответствующие предписания и, наконец, стали дживанмуктами, подобно Химачуде. После этого и министры захотели достичь того состояния. И в конечном итоге они достигли его после получения надлежащих предписаний от царя. То же произошло и с гражданами, ремесленниками и всеми классами людей в том городе.
все они достигли величайшего блага жизни и превзошли желания, гнев, вожделение и так далее. Даже дети и старики более не были затронуты страстями. В этом идеальном государстве по-прежнему совершались мирские дела, но теперь люди сознательно исполняли свою часть игры, действуя как актеры в театральной пьесе и пребывая в согласии с остальной частью творения. Мать качала люльку, напевая колыбельные песни, в которых выражалась высшая истина. Хозяин и его слуги обращались друг с другом в свете той истины. Актеры развлекали публику пьесами, раскрывающими истину. Певцы пели песни только об истине. Придворные шуты высмеивали невежество как нечто смехотворное и абсурдное. В академии преподавались уроки только о знании Бога. Таким образом, все царство состояло только из мудрецов и философов, будь они мужчинами или женщинами, слугами или служанками, актерами или мятежниками, ремесленниками или чернорабочими, министрами или куртизанками. В любом случае они занимались деятельностью, свойственной их профессии, пребывая в гармонии с творением. Они никогда не предавались воспоминаниям о прошлом или размышлениям о будущем с целью получить наслаждение или избежать боли, но действовали в согласии с настоящим, смеясь, радуясь, плача или крича, подобно пьяницам, таким образом рассеивая и устраняя все свои скрытые тенденции. Риши, подобно Санаке и другим, назвали этот город прославленным градом мудрости, когда они его посетили. Даже попугаи и какаду произносили в своих клетках слова мудрости, такие как «рассматривай самость как чистый разум, лишенный объективного знания». То, что познано, не отличается от того разума. Оно подобно серии образов, отраженных в зеркале. Абсолютное сознание – это Вселенная. Оно есть «Я». Оно есть все разумное и неодушевленное, движущееся и незыблемое. Все остальное освещается им, в то время как оно единое и единственное и самосияющее. Поэтому пусть те разумные люди, которые жаждут чистого разума, отвернутся от иллюзорного знания и созерцают свою собственную самость, абсолютное сознание, которое освещает все остальное и которое также является их сущностью. Город, где даже низшие животные передают такую высшую мудрость, известен до сегодняшнего дня как град мудрости на земле. И своей славой он обязан мудрой принцессе Хималикхе, благодаря советам которой Химачуда стал Дживанмуктой, а все остальные последовали его примеру. Даттатрея продолжил: таким образом ты видишь, Парашурама, что первоочередная причина освобождения есть общество мудреца. Поэтому прежде всего следуй этому совету. Так заканчивается глава 10.
в разделе о Химачуде в Трипура Рахасье. Глава 11. О том, что космос и есть не что иное, как разум. Выслушав эту возвышенную историю о Химачуде, Бхаргава, пребывая в недоумении, спросил: «Господь, мой учитель, то, что ты рассказал мне как удивительное учение, кажется мне противоречащим опыту всех людей во всех отношениях. Как может эта величественная, объективная Вселенная быть ничем иным, как призрачным сознанием, которое не является видимым, но только выведенным через заключение? Невозможно представить чистый разум, лишенный познаваемых объектов. Следовательно, его нельзя постулировать. Поэтому вся идея, основанная на этом, совершенно не ясна мне. Я милостиво прошу тебя разъяснить этот вопрос так, чтобы я мог понять его». Будучи спрошенным об этом, Даттатрея продолжил: «Сейчас я сообщу тебе истину об объективном мире, как он есть. То, что наблюдаемо, ни в коем мере не больше, чем вид. Сейчас я дам тебе доказательства этого утверждения. Слушай внимательно. Все, что наблюдаемо, имеет происхождение и поэтому должно иметь предшествующую причину для своего появления. Что такое происхождение, кроме того, что появляется новая вещь? Мир меняется каждое мгновение. Его вид обновляется каждое мгновение, и поэтому он рождается каждое мгновение. Некоторые говорят, что рождение Вселенной бесконечно и вечно каждое мгновение. Некоторые могут оспаривать эту точку зрения, говоря, что это утверждение является истинным для определенного объекта или объектов, но не для мира, который является совокупностью всего, что наблюдаемо. Комментаторы Виджняны отвечают им следующим образом. Сноска. Виджняна – осознанное знание, непосредственное восприятие истины, пришедшее к человеку благодаря духовной практике или божественной милости. Осуществление в жизни познанного, то есть знания, заключенного в шастрах, всеохватывающее знание, способность видения предмета знания в его сущности и всеобщности. Возврат к тексту. Комментаторы Виджняны отвечают им следующим образом. Внешние явления – суть всего лишь кратковременные проекции воспоминаний непрекращающейся связи, а именно на них основаны субъект и мирские действия. Но разум, который сопоставляет время, место и явления, бесконечен и вечен в каждый момент их появления, и это называют виджняном. Другие говорят, что Вселенная – это совокупность материи, движущейся и незыблемой. Атомисты считают, что Вселенная составлена из 5 элементов – Земли,
воздуха, огня, воды и эфира, которые являются вечными и образуют вещи, подобно горшку, ткани и так далее, и они приходящие. Но все же они не способны доказать внешнее видимое существование мира, потому что они признают, что события в жизни подразумевают их концептуальную природу. Из этого следует, что объекты, не вовлеченные в такие события, бесполезны. Но все согласны с тем, что Вселенная имеет свой источник. Что толку тогда говорить, что мимолетные творения вечны и бесконечны? Мимолетная природа не может быть изменена упомянутыми факторами. Бессмысленно облачать приговоренного к смерти в дорогие одежды, когда над ним уже занесен топор палача. Однако говорить, что творение обусловлено природой случайно, означает распространять на него воображение, что является необоснованным. Чарваки-нигилисты доказывают, что некоторые эффекты не прослеживаются к их действительным причинам. Есть события, которые происходят без какой бы то ни было предшествующей причины. Как причина не всегда предшествует событию, так и событие не всегда нуждается в причине. Из этого следует заключение, что мир – это случайность. Если вещь может появляться без причины, то нет никакого отношения между причиной и следствием, и в мире не может быть никакой гармонии. Тогда работа гончара могла бы порождать изделие ткача и наоборот, что нелепо. Взаимозависимость причины и следствия установлена их логической последовательностью и доказана ее ролью в практической жизни. Как тогда Вселенная может быть случайностью? Они подразумевают причину там, где она не очевидна, и прослеживают причину от следствия. Это соответствует распространенной практике. Каждое событие должно иметь свою причину, таково правило. Даже если причина не очевидна, она должна подразумеваться, иначе деятельность в мире была бы напрасной, что абсурдно. Из этого можно заключить, что каждое событие есть порождение определенного условия или условий, и этот факт позволяет людям заниматься целенаправленной деятельностью. Так обстоит дело в практическом мире. Поэтому теория случайности мироздания недопустима. Атомисты исходят из предположения о материальной причине творения и называют ее неуловимые атомы. Согласно им, неуловимые атомы порождают материальный мир, который не существовал до творения и не будет оставаться после растворения. Существование мира до или после всего лишь нечто воображаемое и неистинное, подобно миражу, как говорят они. Как одна и та же вещь может быть истинной в одно время и неистинной в другое? Опять же, если первичные атомы неуловимы, не имеют размера и к тому же вечны, как они могут порождать материальные и приходящие производные вещи, наделенные размерами? Как может одна и та же вещь в одно и то же время быть желтой и не желтой, светлой и темной? Эти качества не находятся в гармонии.
вся эта теория заходит в тупик, как если бы кто-то попытался смешать несмешиваемые вещи. Опять же, как исконные атомы начали объединяться, чтобы производить двухатомные или трехатомные соединения. Было ли это по их собственной воле, что невозможно, потому что они неодушевленные? Или же это произошло по воле Бога? Тогда получается, что действие связано с Богом, а не с атомами. В противном случае это напоминало бы ситуацию, когда царь, находясь в своем дворце, просто желая убить врага, послал бы по воздуху орудие убийства. Уже указывалось, что невозможно представить, что Бог в целях творения обращается с атомами, подобно тому, как горшочник обращается с глиной. Примечание. Следовательно, мысль о начале творения вполне можно отвергнуть. Возврат к тексту. Также нелепо говорить, что неодушевленные атомы материи начали творить мироздание, когда было нарушено равновесие трех сил – саттвы, раджаса и тамаса. Одна из систем философии полагает, что три качества – яркость, деятельность и темнота – всегда находятся в равновесии. Когда оно нарушается, начинается творение. Когда они возвращаются к равновесию, Вселенная растворяется. Но как было вызвано это изменение в состоянии равновесия? Изменение невозможно без одушевленной причины. Так что ни одна из систем не может удовлетворительно истолковать творение. Священные Писания – единственное руководство для постижения метафизического и трансцендентного. Остальные Писания не являются авторитетными из-за ограниченности написавших их индивидуумов, отсутствия надежных способов проверки их точности и постоянных неудач тех попыток объяснения творения, в которых игнорируется Бог. У Вселенной должен быть Творец, и он должен быть разумным принципом. Но он не может быть чем-то известным из-за необъятности творения. Его власть находится за пределами всякого понимания, и она описывается в священных писаниях, чей авторитет неопровержим. В них говорится о едином Творце Господе, который существовал до творения, будучи самоцельным. Он создал Вселенную посредством своей собственной силы. Эта Вселенная во всей своей полноте и всех ее деталях всего лишь картина на полотне его самости, подобно миру сновидений на полотне индивидуального сознания. Человек охватывает свое собственное творение своим эго, как «я». Подобным образом и Господь играет с Вселенной. Подобно тому, как человека, видящего сон, нельзя путать со сном, так же и Господа нельзя путать с творением. Подобно тому, как человек живет и после того, как его сон завершился, так же и Господь существует и после растворения своего творения. Подобно тому, как ты всегда пребываешь как чистое сознание, отличное от тела и так далее, так же и Господь есть неограниченное сознание,
отличное от Вселенной и так далее. Разве в конце концов все это не является всего лишь картиной, нарисованной им на своей самости? Как это единственное в своем роде творение может быть отличным от него? Воистину нет ничего, кроме сознания. Назови мне какое-либо место, где бы не было сознания. Нет места, которое находилось за пределами сознания. А разве может кто-то каким-либо образом доказать, что что-то находится за пределами сознания? Сознание неизбежно. Более того, это сознание – единственное существование, охватывающее всю Вселенную и совершенное во всех отношениях. Подобно тому, как волнорезы не могут существовать отдельно от океана, а свет без Солнца, также и Вселенная не может быть воспринята без сознания. Таким образом, Всевышний Бог есть воплощение чистого сознания. Вся эта Вселенная, состоящая из подвижного и неподвижного, возникает из Него, пребывает в Нем и растворяется в Нем. Это окончательное и хорошо известное заключение священных писаний. А священные писания никогда не ошибаются. Одни только священные писания могут быть тем руководством, с помощью которых становится возможным постижение метафизических и трансцендентных вопросов. Чудесные силы, свойственные драгоценным камням и заклинаниям, не могут быть признаны несуществующими, и при этом они не могут быть постигнуты человеком ограниченного знания. Поскольку священные писания произошли из всеведущего Господа, то им также свойственно Его качество всеведения. Существо, упоминаемое в них, существует вечно, даже до рождения Вселенной. Его творение произошло без какой бы то ни было материальной помощи, поэтому Бог Всевышний, совершенный, чистый и самоцельный. Творение – это не обособленный объект, это картина, нарисованная на холсте высшего сознания. Поскольку абсолютно ничего не может существовать вне совершенства. Воображение же, напротив, не является чем-то практическим и реальным. Таким образом, Вселенная возникает только как образ на поверхности зеркала Абсолюта. Это заключение находится в гармонии со всеми фактами. Творение подобно проделкам фокусника. Оно – это город, порожденный божественным воображением. О Парашурама, ты знаешь о мысленных порождениях фантазеров, которые полны людей, жизни и деятельности, подобно тому, что имеет место и в этом мире. Имеются также сомнения, проверки, обсуждения и заключения, все из которых являются воображаемыми, возникающими в уме и исчезающими в нем. Подобно тому, как воздушные замки – умственные вымыслы людей, также и это творение – умственный вымысел Шивы.
Шива – абсолютное осознавание, без какой бы то ни было формы. Шри Трипура – это Шакти, энергия и свидетельница всего этого. То существо совершенно во всех отношениях, и оно остается неразделенным. Время и пространство – факторы разделения в мире. Из них пространство относится к местоположению объектов, а время – к последовательности событий. Время и пространство сами проецируемы из сознания. Как же они могли бы разделить или уничтожить свою собственную основу и при этом все еще продолжать быть тем, чем они являются? Можешь ли ты показать время или пространство, которое не было бы пронизываемо сознанием? Разве не находится все внутри твоего сознания, когда ты говоришь о нем? Факт существования вещей – это только освещение их и ничего больше. Подобное освещение свойственно одному только сознанию. Только то значимо и принимается во внимание, что сияет самостоятельно. Объекты не являются таковыми, поскольку их существование зависит от восприятия их сознающими существами. Но сознание самосияющее. Это не относится к объектам, которые зависят от сознательных существ в том, чтобы их познавали. Если с другой стороны ты заявляешь, что объекты существуют, даже если они не воспринимаются нами, то вот что я скажу тебе, слушай. Нет никакой последовательности в мире в отношении существования или несуществования вещей. Их познание – вот единственный фактор, определяющий это. Подобно тому, как отражения не имеют никакой субстанции в себе вне зеркала, так и вещи мира не имеют никакой субстанции в себе вне познающего фактора, а именно разума. Качество и осязаемость вещей не являются аргументами, которые можно было бы противопоставить тому, что эти вещи – не что иное, как образы. Те качества отраженных образов зависят от совершенства отражающей поверхности, как мы можем видеть в случае водной и отполированной поверхностей. Зеркала неодушевленные и не самоцельные, в то время как сознание всегда чистое и самоцельное. Ему не требуется внешний объект для создания образа. Обычные зеркала подвержены загрязнению посторонней грязью, в то время как для сознания нет ничего чужеродного, поскольку оно всегда единое и нераздельное, поэтому его отражения уникальны. Созданные вещи не являются самосветящимися. Они освещаются чьей-то иной познавательной способностью. Познание вещей подразумевает наличие их образов в нашем разуме. Они суть только образы. И поэтому творение есть образ.
оно не самосияющее. И таким образом оно не обладает самоосознанием, но становится фактом при нашем его восприятии. Поэтому я говорю, что Вселенная – это только образ в нашем сознании. Сознание сияет, несмотря на формирование образов в нем, хотя оно неуловимо и неощутимо. Оно установлено устойчиво и не колеблется. Подобно тому, как образы в зеркале не существуют отдельно от зеркала, также и порождение сознания не существует отдельно от него. Объекты необходимы для создания образов в зеркале. Однако для сознания нет нужды в объектах, потому что оно самоцельное. О Парашурама, посмотри, как грезы и галлюцинации ясно запечатлены в уме даже при отсутствии какой бы то ни было стоящей за ними реальности. Как это происходит? Пространство объектов рассматривается личным, специфическим образным качеством ума. Когда такое воображение глубокое, оно принимает форму в виде творения. В отсутствии воображения сознание чистое и незапятнанное. Таким образом, ты видишь, как сознание было абсолютным и чистым до творения, и как его личное специфическое качество или воля вызвало этот образ мира в нем. Так что мир – не что иное, как образ, нарисованный на полотне сознания. С течением времени он становится отличным от мысленной картины. Это опять же обусловлено силой воли, порождающей явление. Вселенная кажется целесообразной, материальной и совершенной, потому что воля, определяющая ее сотворение, совершенна и независима. В то время как человеческие представления более или менее приходящие, в соответствии со слабостью или силой той воли, что стоит за ними. Препятствия, обусловленные ограниченностью, до некоторой степени преодолеваются при помощи заклинаний, драгоценных камней и трав. И тогда устанавливается ненарушаемый поток «Я». При помощи чистой йоги, о Парашурама, созерцай творение, проявленное собственной волей, подобно наваждениям, вызванным фокусником. Примечание. Считается, что существуют живые драгоценные камни, которые обладают небывалыми свойствами. Они блестят даже в темноте, и цвет их сияния не повторяет цвет опоры, на которой они лежат. Они также освещают объекты, находящиеся возле них. Некоторые из них, как считается, прохладные на ощупь, и они не становятся теплыми даже при продолжительном контакте с телом. Другие, как считается, в лунном свете покрываются росой. Третьи делают своего владельца преуспевающим. Четвертые же разрушают его, например, камень надежды и так далее.
Яркий пример представителя-фокусника можно увидеть во дворце Ранжита Сингха. Трюкач бросает веревку в воздух, и та остается висеть. Затем человек карабкается по ней вверх и исчезает. Возврат к тексту. Объекты в мире могут быть обработаны и использованы, в то время как умственные создания, например, сны, представляют те же самые явления. Порождение фокусника только лишь приходящее. Порождения йога могут быть постоянными. Но и те, и другие являются внешними по отношению к своим творцам. В то время как божественное творение не может быть чем-то отдельным от вездесущего Господа. Примечание. Вишвамитра, великий Риши, в свое время создал альтернативную вселенную, часть которой состоит из созвездий Скорпиона, Стрельца и Южного Креста. Некоторые деревья, растения и травы в его творении являются копиями определенных земных видов. Например, пальмира соответствует кокосу. Дикий картофель и лук безвкусны и бесполезны и так далее. Сноска. Вишвамитра – друг всех, ведийский мудрец, один из 7 великих риши. Ему приписывается авторство большей части 3-й мандалы Ригведы, включая Гаятри мантру. В Пуранах говорится, что за всю историю только 24 риши смогли постичь полный смысл Гаятри мантры и, соответственно, воспользоваться всей ее духовной силой. Вишвамитра был первым из них. Возврат к тексту. Так как Господь создания бесконечен, то творение может пребывать только внутри Него, а противоположное – чистая выдумка. Поскольку Вселенная – это лишь проекция из зеркала сознания и проекция в зеркале сознания, то ее нереальная природа может стать очевидной только в результате исследования и никак иначе. Истина никогда не может изменить своей природы, в то время как неистина всегда переменчива. Посмотри, насколько изменчива природа мира. Различай неизменную истину и изменчивую неистину и тщательно исследуй мир, состоящий из этих двух факторов – неизменного субъективного, реального сознания и изменчивых явлений. Это подобно неизменяющемуся свету зеркала и изменяющимся образом в нем. Мир не может выдержать проверку исследованием из-за своей изменчивой нереальной природы. Подобно тому, как сова слепнет от яркого солнечного света, так и мир щеголяет во славе перед невежеством и исчезает в результате правильного анализа. Примечание. Человек способен видеть при солнечном свете, а в его отсутствии становится беспомощным. Сова видит в темноте и слепа днем. Чье зрение лучше, если их сравнивать?
Тут невозможно дать удовлетворительный ответ, и поэтому такие вопросы неразумны. Возврат к тексту. То, что служит пищей для одного, для другого яд. То, что йогам и небесным существам кажется одним, другим воспринимается совершенно по-другому. Длинное расстояние с точки зрения использования одного транспортного средства оказывается коротким при использовании другого. Длинные интервалы пространства, отраженные в зеркале, целиком пребывают в нем, и при этом они нереальны. Таким образом, исследование становится неопределенным само по себе. И исследование, и исследуемый объект оба являются неопределенными. И единственный постоянный фактор, лежащий в основе их обоих, это сознание. Помимо него нет ничего другого. То, что сияет как понятие «есть», это Его Величество абсолютное сознание. Таким образом, Вселенная – это только самость, единая и единственная. Так заканчивается глава 11 о выяснении истины в Трипура Рахасе.